аны бардығын следственный группа тақтайды. Азыр эми бул хатты биздин комитетке ким алып келип берген? Кандай жол менен менин столума түшүп калды? Кайсыл биздин орган ушуну алды? Управление делопроизводством деген бар бизде. Прием писем деген бар. Дагы башкалары бар. Ким алды, ким алып келип берди, качан алып келип берди? Но это не просто бумага, тут уж пакет. Видно. При передаче, при получении, она как вещественное доказательство видно. Поэтому, я думаю, большого труда не составляет, что выявить тех лиц, которые принесли. Это одно. Второе, по этому поводу дано, я еще раз говорю, поручение нашего уважаемого президента, следственной группы, и она сейчас будет работать, дальше будет выявлять. Я думаю, они даст ответ. Я сейчас пока никаких ответов не могу. Можете еще уточнить, какого рода условия они выставляли? Ну, я думаю, вы из этой флешки сами узнаете, но единственное условие, они говорят, у одного олигархата, который мы изъяли средства в пользу государства, ни копейки от этого олигархата я себе карман или кто-нибудь не получил. Все, что у него взяли, мы передали государству. И банки, и деньги, и имущество, и земли полностью государству передано. Так? Вот они мне ставят условия тем, что я этих финансовых, всех этих изъятых имуществ должен возвращать им. Должен возвращать. Для этого они поставили даже условия, какой сигнал я им должен давать. Вы сами прочтете там в этом письме. То есть я еще раз скажу, никогда я эти условия выполнять не буду. Я служил государству, я служил нашему народу, так и будет, я буду служить. Я еще раз повторяюсь, я вас не боюсь, неуважаемые передачи вот этой писем, кто бы то ни был, кем бы то ни был. Да, ты можешь меня уничтожить, но мой дух кыргызский никогда не уничтожишь. Я предан своим государству, так и останусь. Но я очень надеюсь, мы их выявим. Очень надеюсь, мы их выявим, вставим перед вами и общественность будем информировать, кто это передавал письмо, кто писал, кто угрожал. Может быть, здесь только один человек где-то сидел, написал. А может быть, действительно, как он говорит, подготовил несколько десятков бойцов, вооруженных, которые готовы делать переворот в нашей стране и которые ждут крови многих людей, если я этого не сделаю. В первую очередь мою и моей семьи. Посмотрим, жизнь покажет, кто кого победит. Можете назвать фамилию олигарха, который упомянут в Грузии? Ну, я думаю, сейчас, пусть это будет секретом, я здесь не скажу, вы сами сейчас прочтете, там четко написано и фамилия, и имя, и как, что, к чему. А еще один вопрос. Письмо вам положили в тот ящик, который всем... Нет, не ящик. Ко мне каждое утро приносит много бумаг на мой стол. Так? Я 2 дня был в командировке. Вчера ночью только прилетел. Поэтому сами прекрасно знаете, что я даже не смог присутствовать на футболе. Так? Сегодня утром в 5 утра я уже был на работе. В 5 утра был я уже на работе. Уже как раз мне до 9 часов я работаю с почтой утром. Как раз с почтой работал, и это выходит у меня. У меня на столе уже было, лежало. Я же поэтому говорю, сейчас если легко найти, кто занес ко мне на стол. Там просто полностью наблюдение. Кто это управделам принес? Управделам откуда взял этот пакет? Управделам куда поступило? Через какой ящик поступило? То есть все легко проверить. И какой человек будет принес. Это тоже, я думаю, следственная группа проверит. Поэтому я это взял со своего стола, в папке, как среди многих писем. И взял, порвал, посмотрел там, а там флешка вышла. И я сразу же через компьютер проверил. А получается, если управ делами вы сказали... Не управлял, управление делопроизводством. Все. Управление делопроизводством ГКМБ. Их не почте вышло, а они ко мне занесли. Они откуда вы взяли, что к чему, я думаю, следствие разберется. Вы усилили после этого безопасность своей семьи? Так, моя безопасность, она уже давно усилена.
со стороны нашего уважаемого президента. В этом письме также указано о том, что до вас наши руки никак не доходят. Мы никак не можем до вас дойти. Но до ваших близких, тех людей, которые вы будете всю жизнь плакать, мы дойдем. Вот так они меня выражают. То есть они уже хотят перейти угрозу моей семьи, моих близких людей. Поэтому пока еще каких-то либо решений не принимали, я думаю, они свободно общаются, свободно ходят, везде, всюду. Посмотрим. Это может быть люди из вашего близкого круга, как вы считаете? Что? Кто угрожает? Или... Нет, я думаю, люди из моего близкого круга, как им мне будет угрожать? И это те люди, которым не нравится наша политика. Политика изъятия, как сказать, имуществ, финансовых средств, заработанных или не заработанных, а вот набранных или собранных, так, неправедным путем. Например, криминалитет. Когда криминалитет зарабатывал деньги? Когда криминалитет должен жить богато? Никогда. Кто занимается криминалитетом, должен сидеть в тюрьме. Криминал, бандит должен очень быть бедным. Криминал никогда не должен быть олигархатом. У криминала не должны быть друзья олигархи. Так? У них не должно быть миллионы, миллиарды. И это упущение государства. Если криминал живет очень богато, это упущение государства. Понимаете? Если олигархаты есть, которые там зарабатывали сотни миллионов долларов, может быть даже миллиарды, неправедным путем. Вот. Им не нравится наша политика. И не нравится наша политика тем людям, которые мы создаем какие-то блага для простых людей. Они привыкли грабить народ, грабить государство. И эта наша политика, естественно, многим не нравится. Во главе этой борьбы, естественно, по поручению президента я стою. Повышаете еще вот один вопрос, не по теме этого. Что вы скажете по поводу разговора Куренова и Джангурчиева? Можете прокомментировать эту ситуацию? Эту ситуацию я не буду прокомментировать, потому что это к этому делу не относится. Буга чейин 5-6 жолу кол салуу болду дедиңиз, ошолорго булардын тиешеси барбы азыркы иштин? Эми булардын баарына тиешеси бар. Булардын баарына тиешеси бар. Биз эми атайын кызмат болгондон кийин баардык нерселерди ачык айта бербейбиз. Кайсыл жерде, кайсыл маалда, кандай козголуулар уюштурулган, кимдер тарабынан, анын кайсынысы кайсы этапта токтотулду, кээ бири баштапкы этапта токтотулуп атат, кээ бири даярдануу этабында токтотулуп атат, кээ бири мына баштоо этабында токтотулуп атат. Так, уже эки чоң кол салууну уюштургандар мына баштайбыз деген маалда токтотуп атабыз. Так? То есть пресекали тогда, когда они вот-вот хотели начать, вот-вот хотели как бы провести данную операцию свою. Некоторые покушения мы останавливаем в начале, при подготовке, некоторые при планировании, некоторые при осуществлении. Поэтому, так получается, мы сами себе как бы такую жизнь устроили, что каждый день для нас риск. Вы обещали следующий этап борьбы с ОПГ и коррупцией. В чем она будет заключаться, скажите, пожалуйста? Вот они и происходят сейчас. Угу. Вот они и происходят сейчас. Сейчас никаких, как говорится, эч кандай жеңилдиктер. Орусча кыргызча сүйлөгөндө баягы аралашып кетет эмес. Эч кандай жеңилдиктер эч кимге берилбейт. Если кимдир бирөө мыйзамды бузса, если кимдир бирөө мамлекеттик мүлккө кол салса, кимдир бирөө элдин бюджеттин кол салса, баарын жазага тартабыз. Ким болуп кетсе дагы, ал президенттин жакыны болобу, менин жакыным болобу, же башка бир мамлекеттик чоң кызмат иштеген адамдар болобу, же министрлер болобу,